que elabad celes mayas, кто живет в этом доме. Celes mayas on 10 korrust. Celes mayas в этом доме 10 korrust, 10 этажей. Esimesel korrusel elab Uku koos oma koeraga. Esimesel на первом этаже elab Uku, живет Uku koos oma koeraga, вместе koos oma со своей koeraga, собакой. Uku peal elab Köli. Над Уку peal после лог, обозначающий положение сверху. Elab Köli. Та elab Yksi. Та elab Yksi. Живет одна. Я не знаю, Кюли это девочка или мальчик. Возможно, девочка. Рискнем. Марья elab Viendal korrusel. Четвертый этаж. На четвертом этаже. Тема elab ka Yksi. Она тоже живет одна. Марья elab Alo ja Marja peal elab Jüri koos oma emaga. Марьяаль под Марьей живет Ало ja Марья peal над Марьей elab Jüri, живет Юрий koos oma emaga, вместе со своей мамой. Ало аль elab Рихо. Давайте сначала. Kes elavad selles majas. Selles majas on 10 korrust. Esimesel korrusel elab Uku koos oma koeraga. Uku peal elab Köli. Ta elab üksi. Marja elab 5. korrusel. Tema elab ka üksi. Marja elab Alo ja Marja peal elab Jüri koos oma emaga. Alo elab Riho. 9. korrusel elab Hasso. Aga praegu ta ei ole Eestis. Ta on Hispaanias. Hasso elavad Anne ja Tõnu. Nad on abielus. Anne ja Tõnu elab Tiina koos oma kassiga. 10. korrusel on Pööning. Seal elab üks nakkiir. Selles majas. В этом доме. Кёмный корруст. 10 этажей. 10 этажей. Элап живет. Элап. Вот наше окончание. Если я скажу Элан,
примолка, Т сукруга, чай с сахаром, кофе с молоком. Юкси, элап юкси. Живет один. Некоторые словечки про положение в пространстве рассмотрим. Марья Аль, элап аво, алло, Марья Аль. Марья — это имя с большой буквы, да? У нас имя Марья пишется с двумя буквами, а вот так грязно получается. Марья Аль. Под Марьей. Марья Пиаль. Над Марией. Какие еще у нас слова, которые могут нам помочь? Вександаль, Корусель. Мы помним, что векса — это цифра 9. Вександаль — это на 9-м элапхаса. Праegu ta ei ole Eestis. Запишем это. Праegu ta ei ole Eestis. Сейчас он ei ole отсутствует в Эстонии. Сейчас он не в Эстонии. Что еще? Что у нас тут еще есть интересного? Надонавиелус. Вот это рассмотрим. Словосочетание надонавиелус. Пишем. Если вы тоже будете писать, это будет только на пользу. Это один из важнейших компонентов запоминания. Услышать, записать и воспроизвести. Если вы избегаете записывать, то вы упускаете этот важный элемент. И что же это значит? Что же это значит? Mitä tähendab надонавиелус? Mitä tähendab? Se tähendab, они женаты. Mida veel? Так. Косомакасика. Мы уже поняли. У нас уже была такая конструкция. Уку элап косомакоэрака. Уку живет вместе со своей собакой. Тина элап косомакасика. Тина живет вместе со своей кошкой. У нас есть слово пёнинг непонятное и слово нагирь. Ну, нагирь мы понимаем по картинке. Все он нагирь. А пёнинг — это чердак. Запишем это слово пёнинг. Вот эти забавные буковки с точечками
korrusel elab Hasso, aga praegu ta ei ole Eestis, ta on Hispaanias. Hasso all elavad Anne ja Tõnu, nad on abielus. Anne ja Tõnu all elab Tiina koos oma kassiga. 10. korrusel on Pöning, seal elab üks nakkhiir. Küsimusi. Üks, kes elab esimesel korrusel? Vaatame, esimesel korrusel elab Uku koos oma koeraga. Uku ja koer. Kes elab teisel korrusel? Teisel korrusel see on peal Küli. Ta elab üksi küll. Kes elab kolmandal? Kes elab kolmandal korrusel? Me teame Marja endal korrusel. Marja all 4. korrusel. Какая задача? Aga kes elab 3. korrusel? Ei Marja. Ei Alo elab 4. korrusel. Ei Marja. Ei Alo. Kes elab 3. korrusel? Alo all elab Riho. 3. korrusel elab Riho. Väga hea. Kes elab 4. korrusel? 4. korrusel elab Alo. Marja all elab Alo. Marja elab 5. korrusel. Väga hea. Kes elab 5. korrusel? Марья. Какая сложная задача. Тут мозги скрипят. Даже так устала считать, что забыла, что у нас 10 вопросов. Kes elab 6. korrusel? На 6. этаже кто живет у нас? Марья peal. Это над Марьей. А Марья у нас живет, как известно, на 5. этаже. Это такая несущая конструкция этого дома. Elab Юрий koos oma emaga. 6. korrusel elab Jüri ja ema. Kes elab 7. korrusel? 7. 9. ei. Hasso all 8. okei. 7. korrusel elab Tiina koos oma kassiga. 8. korrusel elab
tinu. Nad on abielus. Anne ja Tinu oli lapsina koos oma kassiga. 10. korrusel on peoning. Seal elab üks nakir. Väga hea. Немножечко попробуем расширить наш словарный запас. Вот такими вот словечками мы можем выучить словосочетание мидатаендап. Очень полезное словосочетание мидатаендап для тех, кто только учит язык. Мы так спрашиваем, что означает, и называем непонятное слово. Мидатаендап наэратус. Наэратус тахендап улыбка. Мидатаендап муси. Муси тахендап поцелуй. Мидатаендап армастус. Армастус тахендап любовь. Мидатаендап сюда. Сюда тахендап